Приветствую всех зрителей. Сегодняшняя тема у нас вновь касается Абхазии, а именно самих абхазов. То есть в Грузии существуют противоречия, насколько вы знаете, по поводу происхождения абхазов. Одни являются сторонниками двуаборигенности Абхазии, уверены, что современные абхазы, они же Апсуа, испокон веков совместно живут с грузинами, а другие уверены в том, что исторически абхазы – это грузины, и Апсуа с этими абхазами не имеют ничего общего. Сегодня я позвал господина Джамала Гамахария, который поможет нам разобраться и выскажет свою точку зрения касательно этого вопроса, да и в целом по истории Абхазии много вопросов, которые мы постараемся сегодня затронуть. Передаю вам слово. Спасибо. Я приветствую вас. Очень рад. Уже у нас вторая встреча. Надеюсь, будут еще другие встречи. Я с удовольствием с вами буду общаться. Но тему, которую мы сегодня должны рассмотреть, ее не разрешили за многие десятилетия. И вряд ли мы сегодня эту проблему сможем разрешить, но я постараюсь представить вам вот эту иную точку зрения, что территория Западной Грузии, она издревле была населена грузинами, что исторические абхазы, да, у нас абазги, абсилы населяли вот эту территорию. Когда-то мы об этом сегодня будем говорить. Но они ничего не оставили на абхазском языке. Все, что оставили, только на грузинском языке. Так, это просто для введения. Вот эта тема, она на самом деле очень сложная. И даже я уж не говорю там об абхазских историках, которые пишут просто небылицы, которые даже не знаю, вот как можно нормальному человеку в голову прийти. Там выдавать белое за черное или наоборот, черное за белое. Это и они и источников фальсифицируют, и историю фальсифицируют. Просто это уму непостижимо. Вот что они пишут. Я этого вопроса так сегодня касаться не буду. Но есть разногласия, как вы, Дима, правильно сказали, есть и среди грузинских историков. Но я заранее хочу сказать, что эти разногласия не столь катастрофические. Я потом буду об этом говорить. Противоречия есть, но они очень незначительные. Историю Абхазии, наверное, нужно начинать где-то вот с каменного века. Каменный век это по разным данным где-то 2 миллиона там с лишним, 2,5 миллиона лет тому назад начинается. И делится на многие этапы. Сейчас я детально об этом не буду говорить. На многие этапы делится. Наверное, вы, слышали там палеолит, мезолит, неолит и так далее. Вот это все это каменный век, который, как я уже сказал, где-то вот 2,5 миллиона лет тому назад начинается. И как раз вот в Абхазии есть следы проживания человека как раз с каменного века. Все периоды каменного века на территории Абхазии представлены. Вот Яштуха есть такое село около Сухуми, и вот там как раз вот самые такие древние поселения.
найдены археологами. Но вот в эпоху каменного века, который продолжается где-то вот до 100 тысяч лет, нет, даже до где-то третьего тысячелетия нашей эры, начиная с 2,5 миллиона и третье тысячелетие до нашей эры, вот сколько это? Вот этот как раз вот путь, который прошло человечество. И все эти периоды, как я сказал, в Абхазии представлены в археологии. Но кто тогда жил, кто они были этнически, это не знает никто. Никто этого не знает и знать не может. Никаких письменных источников того периода нет. Есть только одни камни. Но эти камни тоже дают возможности для определенных выводов. Вот эти вот периоды, которые я перечислил, вот того же каменного века, вот они чем отличаются друг от друга? Они друг от друга отличаются тем, что в каждом последующем периоде происходит совершенствование этого орудия труда. То есть видно, что развивается культура. Но археологи очень легко замечают, специалисты очень легко замечают, когда вот это развитие культуры, развитие в данном случае каменного орудия труда, как это происходит. Это вот органически один период переходит в другой, или что-то происходит ломка, резкая. Вот по этому признаку они определяют, здесь один и тот же народ жил. Если не происходит такая резкая ломка, а органически один период, вот последующий период органически вытекает из предшествующего периода. Это означает, что на данной территории жил какой-то один народ, который постепенно развивает свою культуру и так далее. И вот такой вывод только мы можем сделать из этого каменного века. Я еще раз повторяю, никто не знает там, кто жил, какие народы жили. Но вот этот факт, что там жил один и тот же народ за все это время, во всяком случае, по данным археологических материалов, это очень важно. Это очень важно запомнить. И вот еще через несколько минут это нам пригодится. Вот последующие периоды, вот тот же, например, бронзовый век, где-то вот третье тысячелетие, первое тысячелетие до нашей эры. Это тоже делится на разные периоды. Но этот период важен тем, что в этот период появляются на территории Абхазии в третьем тысячелетии и до второго тысячелетия, до середины второго тысячелетия дольмены, так называемые, долмены. Что это за штука, вот эти долмены? Одни делают вывод, особенно абхазские историки и небольшая совершенно часть грузинских историков, что это как раз показатель того, что на этой территории появился какой-то другой народ, и, скорее всего, это предки современных абхазов. Долмены, вы, наверное, представляете, что это вот по форме, что это такое, да? Там вот камни, из камней, значит, там 2 или 3 камня, и наверху тоже камень, этот перекрыто камнем. И пока окончательно никто не знает, что это такое. Это захоронение вторичное, так считают многие. И, наверное, может быть, скорее всего, так. А некоторые считают, что это какое-то культовое какое-то сооружение, где вот древние там люди вот молились.
Но имеет ли это отношение к какому-то этносу? Грузинские историки считают, что как появление этих долменов на территории Западного Кавказа, как появление, так и исчезновение. Но появление это где-то в середине третьего тысячелетия, исчезновение где-то в середине второго тысячелетия. Ни появление, ни исчезновение, это не связано с этническими какими-то изменениями. А вообще надо сказать, что долмены обнаружены, и причем гораздо в большем количестве, ну, не знаю, но во всем мире. Ну, например, в Корее, в Китае, во Вьетнаме, в Индии, в Индонезии, почти по всей Европе, вот имеются вот эти долмены. И за последние там несколько десятилетий и на территории Восточной Грузии обнаружены долмены, вот такие сооружения. Ну, они немножко, возможно, там по форме отличаются, но факт то, что это долмены. Ну и что от этого, какой вывод там сделать? Вот кому это принадлежит? Вот, какому этносу это принадлежит? Ну, это практически это невозможно определить, и поэтому я абсолютно разделяю вывод грузинских историков, что это появление вот этих долменов, как появление, так и исчезновение не связано с какими-то этническими изменениями. Ну, был такой историк, археолог Соловьев, который утверждал, что вот эти долмены привезены, не то что абхазские историки не о переселении говорили, в основном говорили о том, что это сплошная, вся эта территория от Западного Кавказа до Малой Азии, это населяли только вот адыгско-абхазские племена. Но один из таких аргументов, если так можно выразиться, вот на территории Западной Грузии, особенно вот в Гурии современной, в Аджарии, имеются топонимы, названия там деревень, рек, которые вот они как раз считают вот как след проживания на этой территории когда-то абхазо-адыгских племен. Это что за топонимы? Бобохвати, например, если вы такое слышали, там Супса и многие другие там топонимы, которые содержат в себе комплекс хва, картула, ква, или псов, например, там, супса, да, и так далее. Вот таких топонимов несколько на территории Гурии и на территории Аджарии. Вот это как будто вот это след как раз вот проживания как будто бы абхазо-адыгских племен. Но это, знаете, это, мягко говоря, ну, об этом очень многие и грузинские историки писали когда-то. Но это большое заблуждение. Большое заблуждение в том смысле, что ква, это вода, да, ква, аквапарк, там, акваланг и так далее, да. Вот такие топонимы, они разбросаны по всей Европе, в России в том числе, даже в Африке, в Азии, где хотите. Таких топонимов в мире
Таких топонимов в мире очень много. Очень много таких топонимов. И что теперь? Ну, я могу, между прочим, привести очень многие, даже грузинские слова, которые содержат ква, но это никак не... Вот, например, хвавили, да, хвавили, цветок, да, хвавили, хвави, вон. А что это? Или хварели, город, хварели, кварели. А что это? Разве это абхазские, там, адыгские эти топонимы? Вот если Псков, город, да, Псков, а что Псков, раз там есть Пс-комплекс, что это означает, что это адыгского происхождения? В конце концов, Москва, да, река и город, Ква, что это тоже абхазо-адыгского происхождения? Я вам уже сказал, что вот таких топонимов во всем мире, там, вот, в Корее, в Африке, там, в нескольких странах, ну, не говоря уже об Европе, там, особенно в Греции, в России в том числе, сколько угодно я могу вам перечислить. Если вам это интересно, я с удовольствием вам перечислю. Вот некоторые, например, на всяком случае. Вот греческие острова есть такие: Псахия, Псеримус, Псатура, Псара. Так, вот Псков, я уже вам сказал, в России, Пселицкое село в Курской области. Дальше, вот в Узбекистане есть Пскент, река, и Пскент, город, Упсала, в Швеции. Ну, я не знаю, полно вот таких топонимов во всем мире. И, естественно, вот этот аргумент, он неубедителен, и ни в коем случае это не говорит о том, что на этой территории когда-то проживали абхазские и адыгские племена. Вот это ква-пс-комплекс, это латинского, древнегреческого и грузинского происхождения. Вот как вот в странах с латинским, где господствовал латинский язык, греческий язык, там полно, еще раз повторяю, таких топонимов. И я уже говорил и повторю, если вот следовать этой логике, получается, что аквапарк, который там у вас есть в Москве, вот это абхазо-адыгское, акваланг, это абхазское, адыгское, психиатр, это вот абхазское слово, да, салмун там и так далее, и тому подобное. Ну, это просто несерьезно это утверждать, но, к сожалению, очень серьезные люди это утверждали, и до сегодняшнего дня утверждают, к сожалению. Ну, говоря о том, что вот в Заире, в Африке, да, есть река, которая называется Ква. Понимаете, Ква называется прямо. Вот в Анголе Кванго, Кванза, да, и прочее. Смело можно заключить, что ни в каменном веке, ни в бронзовом веке в Западной Грузии отсутствуют следы абхазо-адыгов. Вот на основе чего они это утверждали, я вам сказал, что ну, тогда весь мир нужно объявить территорией проживания предков абхазо-адыгов. Никаких убедительных аргументов в том, что они проживали в Западной Грузии, тем более начиная с Западного Кавказа и до Малой Азии, таких источников нет. Таких письменных документов нет. Ну вот, что касается письменных документов, ну, недавно, ну, не то что несколько
лет тому назад скончался грузинский историк, очень видный, Георгадзе, который крупнее, один из крупных специалистов как раз вот в Малой Азии. Он читал эти клинописи, там изучал историю Малой Азии. И вот я вам приведу, вот какие он топонимы высчитал клинописи. Вот обратите внимание, вот какие он, какие топонимы, какие названия там деревень и так далее, деревень, там каких-то местностей, гор, рек и так далее. Вот какие. Ситахария, Кахария, Патхария, Паталия, Сусурия, Цихария, Сария, Дудуска, Цулия, Пихуния, Дадилу и так далее, тому подобное. Ну, здесь прям бросается в глаза грузинское, особенно мегрельское звучание вот этих топонимов. И отсюда он делал заключение, что если можно с каким-то этносом отождествлять вот эти наименования, то это как раз с грузинами, в частности, с мегрелами и сванами. Вот это утверждение вот этого очень видного специалиста, такого крупного специалиста, я, во всяком случае, другого не знаю. Кто все же жил тогда, если мы исключаем, что там на этой территории жили абхазы-адыги, а кто же жил? Кто они такие? Опять-таки у нас вот прямого ответа вот на основе вот этих источников, прямого такого убедительного ответа у нас нет. Но этот ответ мы должны получить дальше. Я вам говорил, когда мы о каменном веке говорили, что тоже мы не знаем там, кто жил, но зато культура, которая зафиксирована вот в каменном веке, говорит о том, что там жил один и тот же народ. То же самое в бронзовом веке. Там не происходило, судя по археологическим данным, не происходила такая резкая смена культуры. Просто одна культура развивается и развивается. И опять-таки отсюда мы делаем вывод, что и в бронзовом веке на этой территории жил один и тот же народ. Тот, который жил в каменном веке, тот продолжает жить в бронзовом веке и совершенствует свою культуру, совершенствует орудия труда и так далее и тому подобное. Вот только такой вывод мы можем делать. А вот с поздней бронзы и раннего железа, это вторая половина второго тысячелетия. Кстати, когда вот мы говорим там вот, периодизацию, там, когда был каменный, когда бронзовый, и там какие-то этапы, когда каменный век, это у разных стран по-разному. Потому что в разных странах эти века наступали в разные времена. Что касается каменного века, во всем мире, вот как раз Грузия есть та территория, где где-то в 13-14 веке до нашей эры уже появляются железные орудия труда. Это вот самый ранний период. Грузия относится как раз вот к той территории, где раньше всех появилось железо. Раньше всех. Вот в Греции чуть позже появилось, в Европе чуть позже появилось, в Азии тоже самое. А вот в Латинской Америке и вообще на американском континенте только тогда, когда европейцы туда пришли. Понимаете? Так что вот когда вот это опять говорим о периодизации, она не универсальная. Она как раз по регионам и по странам. И я говорю как раз вот периодизацию, я придерживаюсь грузинскую периодизацию. Вот в Грузии, в том числе в Западной Грузии, как раз вот это период 14-13 век,
век до нашей эры. Но это еще период, когда возникает Колхидское царство. Это уже совершенно новый этап. Возникает Колхидское царство, возникает не Абхазское царство, не Адикское, не Апсуйское, возникает Колхидское царство, возникает в середине второго тысячелетия. А вот мы говорили в каменном веке, мы не знаем, в бронзовом мы не знаем, но я все время подчеркивал, что там один и тот же народ жил. И вот этот народ развивает свою культуру, доходит до каменного века, уже возникает государство, и это государство называется Колхидой. Отсюда элементарный вывод, что на этой территории, вот где мы не знали, вот не могли определить там по археологическим материалам, какой народ жил, мы уже видим, что оказывается это предки колхов, потому что там один и тот же народ идет с каменного века начиная и до железного века, до второго тысячелетия. Именно с этого периода начинается грузинская государственность. Вот где-то лет 20 тому назад в Грузии отмечалось трехтысячелетний юбилей грузинской государственности. Вот с этого периода в той или иной форме беспрерывно существует грузинская государственность. Это как раз период, каменный век, когда уже письменность появляется, когда уже греческие авторы пишут о Колхиде. Но даже в Греции где-то в 15-14 веках, 14-15 веках найдены надписи Колхида, написано Колхида, Айя, это параллельное название, вот древние греки Колхиду называли то Колхида, это Айей. Язон, это герой аргонавтики, который приплыл в Колхиду. Вот эти имена зафиксированы в надписях в Древней Греции. А вообще аргонавтика – это миф, как известно, да? Миф. Об этом писали, начиная с 8 века до нашей эры. С 8 века до нашей эры писали. И говорили, что это миф. И сегодня тоже считается, что это миф. Но это такой миф, который имеет под собой реальное основание, реальные события. Они, может быть, несколько изменены там, но реальные события лежат в основе. Там действуют реальные исторические личности. И вот эти надписи, которые найдены там в Греции, это уже документ. Это уже не миф, а документ, который говорит о том, что вот этот миф имеет реальное основание под собой. Эмвел Карьянский, это вам ничего не говорит, но это как раз первый автор 8 века до нашей эры, который первый раз упоминает Колхиду в связи с аргонавтами. Дальше Колхиду упоминают очень многие авторы. А вот самая большая работа, это аргонавтика Аполлония Родосского, которая написана в 3 веке до нашей эры. И вот там как раз в развернутом виде, если так можно сказать, описана Колхида. Как они приплыли, что там видели и так далее и тому подобное. Чтобы долго не продолжать, по древнегреческим письменным источникам. Колхидское государство – это
довольно обширное государство, которое развито в экономическом отношении, златообильное, они пишут, златообильное. Если вы посетите музей в Тбилиси, государственный музей, вы там как раз увидите вот золотые изделия второго тысячелетия, ну, просто изумительные. Но это как раз вот говорит о том, что они изготовлены на самом деле большими мастерами в каком-то государстве. Они в Колхиде найдены. И вот как раз вот это прямое подтверждение археологическими материалами, что колхидское государство было златообильным государством. Там была письменность была. Это была обширная территория. Вот я вам приведу, например, вот Гомер, вам известен, тоже это 8 век до нашей эры. Одиссея как раз описывается тоже вот эти путешествия аргонавтов. И вот что он пишет, что Колхида простиралась до далекого севера, где Киммерян печальная область. То есть до Киммерян, это Южная Россия современная, да? Вот это говорит Гомер. Он там не бывал, но он пишет о представлениях древних греков, которые туда приезжали и которые знали об этом. Так. Может быть, вам известен Овидий Назон, это великий поэт. Вот он пишет о Колхиде и о пределах, о границах. Нас особенно интересует северо-западная граница. Вот что он пишет, что Колхида распространяется до скифских снегов всей Запантийской землей. Он это Черное море. А скифы, где жили, тоже это Южная Россия. За Понтом, за Черным морем, вот где пределы вот колхидского государства. Ну, в данном случае здесь уже невольно вспоминается Картлис Цховреба, житие Грузии. Житие Грузии начинается с легенды о едином происхождении всех народов Кавказа. Вот он, Леонтий Муровелли, вот такой автор, вот его произведение открывает житие Грузии, Картлис Цховреба. И вот он пишет о том, что далекий предок Ноя, Ной, библейский герой, далекий предок, это 5-е колено, Таргамос, между своими сыновьями распределил весь Кавказ. А вот одному из сыновей, которого звали Эгрос, это эпоним Мегрелов, он отдал территорию от Лихи. Вот Лихи это что делит Грузию на западную и восточную, где вот тоннель, вот вам, наверное, хорошо известный. И до Малой Хазарии, до реки Малой Хазарии. Это Малая Хазария, это река Кубань. Вот видите, как совпадают вот Картлис Цховреба, данные Картлис Цховреба, это тоже легенда, но это легенда, которая на реальную историю опирается. И то же самое, данные греческих авторов, что государство Колхиды продолжается вот до Азовского моря, продолжается до Лани, до Малой Хазарии. И об этом, между прочим, некоторые греческие историки, они прямо пишут об этом, что вот Диодор Сицилийский был такой автор 1 века, который писал, что 33 века тому назад вот на этой территории, как раз в районе Азовского моря, возникло колхское племя. Ну, они там возникли, в другом месте. Это сейчас мы здесь не будем доказывать, но факт то, что они там жили по данным древнегреческих историков.
Итак, уже не только там по каким-то там археологическим данным, по каким-то догадкам, по каким-то легендам, а реально существует Колхидское царство, которое охватывает вот эту огромную территорию. Но тогда вот наши оппоненты придумали, что мы тоже колхи, нашими предками тоже являются колхи. А колх – это собирательное слово, и в нем подразумеваются многие народности, многие племена и так далее. Ну, это утверждать, конечно, можно, говорить об этом можно, но никаких доказательств этого не существует. Даже если вы заглянете в большую советскую энциклопедию, это в советское время изданное, вы там прочитаете, что колх, да, это собирательное слово, но собирательное слово грузинских племен, а не там разных этносов, грузинских племен. В этом смысле, да,